тех, кто не был в Абхазии, с чем бы вы себя сравнили из популярных до этого туристических направлений? Вы знаете, я на самом деле ушел бы от сравнения, я бы перешел бы к чувствам. Вот эти тонкие, сентиментальные воспоминания о детстве. Вот, наверное, я бы ее назвал бы страной детства. Уюта. Я не хочу никого обидеть, но я все-таки это скажу, что Абхазия была курортом номер 1 в Советском Союзе. Какой объем туристического потока? Сколько людей приезжает отдыхать из России? Рекордным был 2021 год. Порядка 1,5 миллиона человек посетило Абхазию. Это достаточно большая цифра. Но, если вы позволите, я чуть-чуть уйду в корень. Наши российские коллеги говорят о других цифрах. О 5 миллионах, 5,5 миллионов. Но они априори неверны, потому что 90% жителей Республики Абхазия являются гражданами России. И при переходе границы, даже когда я перехожу туда и обратно, меня считают россиянином. Конечно, как приехавшему на курорт. Даже без тех или иных санкций и до начала специальной военной операции Абхазия стабильно входила в 4. Я хочу подчеркнуть, маленькая страна входила в 4 стран для посещения граждан Российской Федерации. Так получается, что еще недавно многие наши предприниматели шутили, что там в Абхазию они не хотели бы инвестировать, лучше они будут инвестировать в Италию и Францию. Но, как оказалось, не в Абхазии отнимают недвижимость, а в Италии и Франции отнимают, причем безапелляционно, без суда и следствия. Да. Можно ли сказать, что Абхазия в том числе рассчитана на семейный отдых? Безусловно. У нас уникальные климатические условия. Богатейшее историко-культурное наследие. Достаточно маленькая, компактная республика. После посещения Абхазии, после того, как люди окунутся в незабываемую атмосферу абхазского гостеприимства, мощный столб воспоминаний у этих людей. Вот это такая теплота воспоминаний. Она очень важна, мне кажется, в том числе и для детей. Здесь приветствуются семейные ценности. Это очень